Женщины, которые возвращаются на работу после уже декрета, они готовы свернуть горы. Вот по моим наблюдениям, да. И я целенаправленно не называю декрет декретным отпуском, потому что в реальности это не отпуск. Сейчас я нахожусь в декрете, и хотелось бы сказать, что действительно женщина, которая одновременно пытается совместить и материнство, и работу, находится в более дискриминирующей позиции. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас очередная программа подкастов «Сюэспар». И сегодня в нашей студии Динара Турабекова, руководительница отдела кадров ООН в Кыргызской Республике. Здравствуйте, Динара. Здравствуйте, Окей. Добро пожаловать в нашу студию. И по доброй традиции начнем с описания себя. Вот сегодня я также в очках, как и всегда. У меня волосы каре. И наконец-то так получилось удачно. Сегодня я в длинном цветочном платье в пол с длинными рукавами. И, Динара, попрошу вас тоже себя немножко описать для наших слушателей. Да, спасибо, Окей. Во-первых, хотела поблагодарить, что вы меня пригласили на этот подкаст, побеседовать на такую важную тему. И я очень рада, и для меня это очень волнительно быть здесь с вами. Вот. Да, меня зовут Динара. Я сегодня одета в белой рубашке, в черную мелкий горошек, да, и черные брюки. На мне также черно-белые кроссовки, очень классические. Жемчужные сережки. Да, и колье, цепочка жемчужиной. Да. А также волосы собраны в хвост. Да, все верно. Да. И начнем, да, пожалуй. Динара, я знаю, что ПРООН в Кыргызстане в настоящее время стремится к тому, чтобы люди с инвалидностью стали частью команды. И скажите, пожалуйста, что для этого делает ваше ведомство? Да, очень хороший вопрос. На самом деле, в последнее время это очень такая важная тема для нас, как для организации, так и лично для меня. Хотела бы сразу для начала сказать, что я впервые, наверное, сталкиваюсь с этой темой, и для меня это особенно волнительно, и я очень благодарна за эту возможность, потому что имею опыт в HR, в кадровых вопросах, но именно в направлении инклюзивного трудоустройства для меня тоже новшество. Поэтому если вдруг я где-то какие-то ошибки сделаю, может быть, не так выражусь, я заранее прошу прощения, поэтому я тоже учусь в процессе. Вот. Если говорить об организации, то, наверное, вы, Окей, и наши слушатели, они знают, что в 2019 году Кыргызская республика ратифицировала конвенцию по правам людей с инвалидностью. И там, конечно, есть такие конкретные обязательства, которые, или приоритеты, я бы сказала, которые толкают нас на такие вот более уже проактивные действия, чтобы уже предпринять усилия в том, чтобы продвигать саму идею инклюзивного трудоустройства в стране. И вот одной из важной стратегии ООН по инклюзии, это направлено на формирование инклюзивной организационной политики и культуры. Для этого мы начинаем именно с инклюзивного трудоустройства. В частности, мы сейчас в процессе разработки дорожной карты. Это такой вот перечень или план мероприятий, который нацелен на то, чтобы повысить осведомленность самих сотрудников, также осведомленность через тренинги, какие-то рабочие столы, наших партнеров, экспертов, с которыми мы работаем, сотрудников, может быть, также работающих организаций, которые работают в сфере трудоустройства людей с инвалидностью. И в рамках этой дорожной карты мы уже успели сделать некоторые мероприятия. Вот летом у нас были международные эксперты, которые провели два очень таких вот качественных, таких развернутых тренингов для сотрудников ПРООН. Это по универсальному дизайну. И второе, это уже по цифровой инклюзии.
что очень важно для создания такой инклюзивной среды на рабочем месте, да, в организации. И помимо этой дорожной карты мы также в процессе разработки руководства трудоустройства людей с инвалидностью, который, мы надеемся, будет таким ценным ресурсом не только для нашей организации, но и для других организаций, которые готовы и будут продвигать инклюзивное трудоустройство в своих компаниях, в своих организациях. И мы надеемся, что эти усилия наши, дорожная карта, это руководство, оно повлияет на вообще восприятие инвалидности в целом в нашем обществе, рассеет мифы, которые существуют, и разрушит стереотипы, которые создают очень много барьеров для людей с инвалидностью, особенно в сфере трудоустройства. Динара, вот благодарю вас. Вы уже частично ответили на вопрос, который я хотела задать. И вы действительно правильно заметили, что на самом деле есть очень много стереотипов относительно трудоспособности людей с инвалидностью. И хотелось бы вот спросить, что предпринимает ООН для того, чтобы преодолеть вот эти предрассудки, стереотипы? Да, это очень хороший тоже вопрос и очень серьезный, потому что это такая комплексная работа, и она, к сожалению, невозможно ее как бы достичь отсутствие стереотипов мира за одну попытку или за одно мероприятие. То есть это должен быть такой вот план активных действий для того, чтобы прийти к, скажем, к моменту, когда разум людей обновлен именно в понимании и восприятии инвалидности и понимании вообще самого, как сказать, самого понятия инклюзивности в нашем обществе. Первое, наверное, очень важно говорить на эту тему. Это значит проводить целенаправленно регулярные встречи, тренинги, начиная с самих нас. То есть, начиная с самих нас, больше вникать в особенности и в глубину этой темы, для того, чтобы иметь большую картину и глубину понимания. То есть стремиться к обновлению нашего разума по отношению к этой теме через открытые беседы, тренинги и, конечно же, обмен информацией, обмен опытом очень важно, да, между коллегами. Очень важно партнерствовать с организациями, которые целенаправленно работают с людьми с инвалидностью, и также уже активно предпринимать такие вот усилия уже реального, так скажем, создания условий для того, чтобы привлекать людей с инвалидностью и давать им доступность в прохождении каких-то конкурсов, в отборе на вакансии и на любые другие какие-то возможности в сфере трудоустройства. Да? То есть вот если я вот правильно, как бы более раскрыто ответила на ваш вопрос. Мне очень приятно слушать ваши мысли, потому что действительно, пока мы не перестанем смотреть на инвалидность через призму своих стереотипов, мы не сможем в полной мере быть готовым вот, изменять ситуацию с, например, трудоустройством людей с инвалидностью. Да. Совершенно согласна. И вот следующий вопрос звучит так. Расскажите, пожалуйста, какие существуют способы рекрутирования или, по-другому сказать, методы приема на работу людей с инвалидностью? Нашей организации, да? Вашей организации. Да. У нас трудоустройство или найм, еще мы по-другому называем рекрутинг, он происходит разными как бы способами. Вот одна из них это, сейчас я вот как бы более так. Первое, это, наверное, очень важно достигать людей с инвалидностью. Например, делать
вакансию доступной, объявление о вакансии доступной для людей с инвалидностью. То есть это значит первое партнерство с организациями для того, чтобы они могли через свою базу данных делиться информацией, что, например, какая-то вакансия открыта и она доступна для подачи для всех. И второе, наверное, делать эти объявления тоже доступными. То есть не только один вариант, где мы текстово публикуем на сайтах, в соцсетях, но также предоставлять альтернативный формат, где люди с инвалидностью могут также иметь такой свободный доступ к самому даже объявлению, да, о вакансии. Это вот первый этап, наверное. Второе, очень важно говорить об этом на таких общественных площадках, например, участвовать в ярмарках вакансий, где мы можем тоже говорить о том, что у нас инклюзивное трудоустройство, мы достигаем людей, хотим привлекать людей с инвалидностью и так далее. На этой ярмарке, видите, не только о вакансиях говорят, но также, например, об особенностях процессы найма или трудоустройства в отдельных организациях. Поэтому мы как организация могли бы там тоже участвовать и говорить о том, как это у нас происходит. Также есть такой момент, как целевой рекрутинг. То есть мы уже целенаправленно ищем человека с определенным набором навыков, знаний, опыта, который подходит под вакансию, которую нам нужно заполнить, и мы уже целенаправленно этого человека привлекаем на работу. Также у нас есть, во время целевого рекрутинга очень важно, может быть, в объявлении тоже указать, что мы целенаправленно ищем сотрудника или людей с инвалидностью, потому что их жизненный опыт очень важен и критичен для этой должности. Но при этом нужно все-таки сделать заметку, что мы не дискриминируем ни в какой мере на основе наличия инвалидности или не наличия инвалидности. Вот это тоже важный момент. Следующий, наверное, вот такой способ или один из методов рекрутинга еще one day offer на английском языке. С английского языка это трудоустройство на один день. Как это работает? Например, можно будет объявить, что компания или организация готова, например, пригласить человека на один день, рассказать о своей организации, компании и, например, перечислить, какие навыки требуются для этой работы в этой организации на один день. И те, кто подали, среди них, например, отобрать, пригласить этого человека, сделать презентацию, показать и дать возможность на несколько часов этому человеку поработать в этой атмосфере, в этой команде, и затем уже как бы получить фидбэк, как это было, и как бы обмен информацией. И здесь не только обмен информацией, но и предоставление самого вот практического опыта трудоустройства, как для человека с инвалидностью, так и для работодателя, чтобы они могли уже понимать, как это реально выглядит и что это собой представляет. Как раз таки вот эти вот попытки и такие практические методы могут развеять стереотипы у работодателя, потому что он на практике это увидит. И, конечно, у нас есть разные виды стажировки, волонтерство. В ПРООН стажировка, она оплачиваемая, поэтому и последнее – это полноценный рекрутинг. То есть это когда мы объявляем вакансию с определенными требованиями по образованию, опыту, навыков, знаний. И тогда уже все кандидаты, все претенденты подают. Но во время рекрутинга очень важно учесть особенности для предоставления таких, как сказать, адаптации рекрутинга. То есть, если человеку, например, необходимо во время теста использовать какие-то вспомогательные технологии, работодатель должен позволить это сделать и настроить их так, как удобно кандидату с инвалидностью. Очень важно учесть, если человеку нужен помощник, да, ассистент во время, например, теста, где он может, например, оглашать вопрос и записывать ответы кандидата. То есть вот эти нюансы тоже нужно будет учесть. Во время интервью
Очень важно тоже учитывать тип инвалидности для того, чтобы обучить членов комиссии правильно, грамотно и, скажем, предоставить справедливые, равные условия прохождения интервью для всех кандидатов, включая кандидатов с инвалидностью. Ну вот это вот вкратце, если рассказать о том, как рекрутинг может проявляться в разных формах. Динара, мне очень нравится, что вы уже опережаете с ответами, да, я просто вижу, что некоторые вопросы у меня просто отпадают. И слушая вас, я буквально вспомнила вчерашнюю ситуацию, когда мы на стажировку предложили 3 девушек с нарушением слуха, и как раз у них была встреча с будущим работодателем и вместе со своими наставниками. И дело в том, что буквально одна из девушек, у нее была такая задача тут же пойти уже выполнять свою задачу. За что мы волновались? Дело в том, что 2 девушки носили слуховой аппарат, а одна из девушек, никогда не носила. И очень важно было, чтобы задача и была правильно услышана и понята. И мы тут помогали, как правильно коммуницировать. И в данном случае мы пришли к выводу, что наставники на 3 разных рабочих позициях вместе со своими учениками, как они должны коммуницировать. То есть, если есть необходимость, не стесняться и переспрашивать, говорить четко и ясно задачи, и, возможно, чуть погромче, чем обычно. И девушки, даже наставницы, сказали, что, оказывается, они привыкли быстро, скажем так, бросать разговор, да, в спешке, и даже не замечать того, как они привыкли разговаривать. Не совсем четко, не совсем ясно, но главное быстро. И они говорят: слушай, оказывается, я настолько привык, я сейчас, говорит, понимаю, что, возможно, там отвык, как надо правильно и четко говорить. Так что вот такой и интересный опыт. И хотелось бы, возможно, через месяц девушки будут трудоустроены, но для нас было важно вот эта сама ситуация открытости и готовности. Да. Конечно, все беспокоятся. Да, и вот как раз переход к следующему вопросу. Как ООН работает над тем, чтобы преодолеть дискриминацию в процессе рекрутирования людей с инвалидностью? Но вы уже, кажется, ответили на данный вопрос, да? Да, у нас, потому что есть такая вот оговорка в объявлении, что мы не дискриминируем на основе каких-либо критериев, и у нас сам рекрутинг, он проходит на выявление компетенций кандидата, то есть мы не смотрим на наличие каких-то других характеристик, будь то инвалидность, беременность, наличие детей, этническая принадлежность, религиозное вероисповедание какие-либо или по возрастным каким-то критериям. То есть мы это у нас прописано, мы оглашаем это, и мы на каждом этапе отбора у нас идет отбор только на основе послужного списка, навыков, опытов и образования. То есть это вот ключевые наши индикаторы, критерии, по которым мы выявляем потенциальных сотрудников, кандидатов. Да. Вот как раз я хотела задать вопрос, но прежде я хотела бы сказать, что когда я ждала ребенка, это было в прошлом году, в какой-то момент в 3-м триместре, находясь дома, пытаясь справляться с домашним бытом, в какой-то момент я четко почувствовала, что я просто вот не справляюсь, моего вот этого темпа не хватает, и даже какой-то процесс, который я могла сделать раньше быстро, это настолько затянулось, что я помню, я села и заплакала от того, что
это настолько затянулось, что я ничего с этим не могу сделать. И сейчас я нахожусь в декрете, и хотелось бы сказать, что действительно женщина, которая одновременно пытается совместить и материнство, и работу, находится в более дискриминирующей позиции. Дискриминируемой позиции, потому что не всегда это понятно окружающей среде, что ты не можешь, например, если твой ребенок заболел, или тебе нужно отлучиться, ты пытаешься объяснить, но это не всегда понятно работодателю, что это важно. Или, например, не все факторы ты можешь ими прям управлять и контролировать. И мы знаем, что часто на работу могут не брать женщин, которые находятся, например, в декретном отпуске. И как в данном случае, например, защитить права женщин с инвалидностью? Вы очень хорошо отметили о том, что вызовы есть для мам, как для мам, которые уже в декрете, так и для мам, которые уже вышли из декрета и пытаются совместить работу с семьей. Я по работе очень часто сталкиваюсь с такими моментами, где кандидатки, женщины на какую-либо вакансию, они всячески пытаются скрыть, что у них были пробелы в резюме. Это печально, потому что это как бы невольно говорит о том, что есть стеснение признавать, что она была в декрете по уходу за ребенком, что у нее такой пробел в резюме, и как бы возможно создается такое впечатление, что она может быть не конкурентоспособна, да, на рынке труда, но на самом деле это не так, и мы как женщины не должны это скрывать, так как вот как в том ролике, может быть, вы смотрели такой известный ролик, где работодатель объявляет вакансию, и он говорит, нужен сотрудник на позицию, которая занимает 24 часа 7 дней в неделю. Да-да-да, припоминаю. Помните, да? И он говорит, что у вас не будет выходных, у вас не будет отпускных, у вас ненормированный график, вы будете востребованы как днем, так и ночью. Вы должны иметь прекрасные коммуникационные навыки, сверхъестественные координационные навыки. Вы должны обладать знанием в сфере нутрициологии, медицины, психологии, уметь обладать способностью многозадачности, да, то есть и люди не осознают, то есть кандидаты на интервью не осознают, что это за вакансии, никто из них не соглашается, все в шоке, как такое возможно в нашем мире. К тому же она еще не оплачиваемая. Помню, что там задают вопрос, то ли парень, то ли девушка, а выходные будут? Вот. Нет. Да. Когда же я буду отдыхать? Да, без выходных, без больничных. Да. Поэтому на самом деле материнство – это полноценная и очень ответственная, и очень комплексная работа. И жаль, что ее не, как бы в деловом мире, в корпоративном, ее не признают как опыт работы, но если лично со своей, как бы лично со своей точки зрения, как Динары, да, не как специалиста по кадровым вопросам, но как Динары, как матери 2 детей, я тоже могу сказать, что это действительно очень сложная, комплексная и ответственная работа. И это работа, на которую мы подписываемся на всю жизнь. И если по существу и в реальности судить, эта работа, она готовит человека к устойчивости, к стрессоустойчивости, к умению разрешать сложные задачи в условиях чрезвычайных ситуаций, да, каких-либо таких срочных каких-то обстоятельствах. И довольно часто женщины, которые возвращаются на работу после уже декрета, они готовы свернуть горы. Вот по моим наблюдениям, да. И я целенаправленно не называю декрет декретным отпуском, потому что в реальности это не отпуск. И вот, наверное,
один из таких вот запоминающихся моментов в моей работе, это было, когда я прочитала одну анкету, и там кандидатка в своей анкете указала свой декрет по уходу за ребенком после, как родила, полноценный рабочий опыт. Она просто сказала, что это... И она, знаете, перечислила все функции, которые она выполняла как мама, уже более деловым языком. Это было очень оригинально и смело с ее стороны, и это был какой-то посыл для всех нас, да, как работодателя, так и для людей, работающих в кадрах. Потому что она не стеснялась об этом заявить и представить свой опыт материнства как опыт работы. И как функции, которые она выполняла как мама, соответствуют требованиям той вакансии, на которую она подала. Я, конечно, не призываю наших женщин всех так делать, но это такой вот яркий пример, который для меня запомнился, и я это оценила и даже вдохновилась. Да, такое вызывает восхищение у меня. В целом, к сожалению, у меня нет юридического такого опыта или подготовки. Одно я знаю, что в Трудовом кодексе Кыргызской Республики запрещено вообще принимать решения и дискриминировать кандидата во время трудоустройства на основе мотивов, не просто даже критерий, а именно мотивов, связанных с беременностью, с наличием детей, с декретом и так далее. Вот, поэтому, наверное, в юридическом плане я вот не могу конкретно какие-то рекомендации дать, но если в личностном, то мы не должны это скрывать ни во время интервью, никакого рекрутинга, а больше, наверное, говорить о том, чему этот опыт декретный нас научил и почему этот опыт поможет нам в профессиональной уже деятельности. Вот это важно. Я согласна с вами, что да. Первое, чему ты учишься, действительно быть стрессоустойчивым. Да. Вместе с этим в какой-то момент ты становишься еще и педиатром. Да. Вот. Да. И действительно принимаешь какие-то решения тут же, да, потому что некогда долго растягивать и раздумывать мысль. А даже я вспомнила, что когда-то мой знакомый заполнял какой-то очень важный документ, и там был вопрос: должность вашей жены, да? Он написал: мама. Да. И, Динара, скажите, пожалуйста, почему вы заинтересованы в том, чтобы все-таки привлекать на работу людей с инвалидностью? Как Динара? Да, это такой хороший вопрос, заставил меня задуматься. Вы знаете, я человек, который глубоко убежден в том, что в нас заложено стремление быть частью сообщества, частью какой-то комьюнити. Мы всегда стремимся найти тот круг людей, в котором нас принимают такими, какими мы есть, без остатка. И вот это стремление, оно заставляет нас искать, создавать семьи, искать круг людей, родных, близких, в которых нам как раз вот комфортно быть и тем, кем мы есть, и быть признанными со всеми нашими сильными, слабыми, прекрасными, уникальными чертами и навыками, и талантами. Помимо этого, у нас у всех есть стремление служить другим людям или большей цели и привносить свой личный вклад в какое-то общее дело, в общую цель, да, на благо людей. Это вот мое личное убеждение. Поэтому для того, чтобы у каждого была возможность реализовать это стремление, это желание, я думаю, обязательно нужно создавать условия для того, чтобы у всех была равная возможность найти тот способ, как они могут реализовать как раз вот эту вот потребность быть частью чего-то большего и вносить свой личный вклад. И вне зависимости от того, как жизнь, какой жизнью мы живем, или независимо от обстоятельств, в которых мы оказываемся. Поэтому вот я с малых лет, даже когда подбирала детский сад для детей,
я искала детские сады инклюзивные. Для меня было важно, чтобы мои дети и дети с инвалидностью могли быть в одном сообществе, делиться, играть. И мы нашли такой садик, к счастью, и я также привлекаю детей к тому, чтобы они поддерживали меня в моих стремлениях создавать инклюзивную среду на рабочем месте. Они у меня участвуют в разных кампаниях, которые мы устраиваем. Вот. И вот лично для меня мне очень важно дать эту возможность всем, возможность реализовать свой потенциал, свои таланты. И я без исключения убеждена в том, что каждый из нас имеет дары и таланты, которые нам были даны. Да. Вот. Еще меня вдохновляет лозунг, который у нас есть в организации. На английском она звучит «Leave no one behind». В переводе означает «не оставляй никого позади». Например, я люблю ходить в походы в горы. И часто, как принято, ходим в походы в группами людей. И у нас всегда есть, например, впереди идущий гид, да, и замыкающий, который вот следит за тем, чтобы те, кто вот посередине, никто не заблудился, никто не ушел, никого по пути не потеряли. Это делать для того, чтобы мы держались вместе и исключить моменты, когда человек где-то отстал, и у него резко понижается или резко увеличивается риск каких-либо, не знаю, там, происшествий, да. То есть в целом для выживания нам важно держаться вместе, помогать друг другу. Вот как раз хотелось бы и на рабочем месте применять такой принцип, где мы никого не оставляем позади, мы даем друг другу взаимоподдержку, понимание, да, помогаем друг другу расти профессионально, личностно. И вот в этом плане, наверное, я тоже вот, как сказать, верующий именно в такой принцип, да, нельзя оставлять людей позади. Мы должны убедиться в том, что мы все идем вместе и держимся вместе, да. И как бы это не значит, что каждый из нас должен только в коллективе, конечно, нет, но когда мы друг друга поддерживаем, помогаем и создаем такую вот атмосферу, где мы приняты и мы ценны, представьте, насколько бы мир преобразился, да, насколько бы мы жили в таком обществе, где каждый человек ощущал свою значимость, свою ценность, да. Поэтому вот если вот судить по этим у меня личный интерес продвижения инклюзии на рабочем месте. Динара, спасибо за такую содержательную беседу с такой вот даже критически важной информацией. И вот в заключение я хотела бы спросить вас, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям? Ну, во-первых, я бы хотела пожелать нам всем веры в то, что всегда можно что-то улучшить в нашем мире. То есть нельзя меньше скептицизма и больше, наверное, веры, надежды, оптимизма. Вот. И стремиться принимать и осознавать свою личную ответственность и причастность к тому, что мы можем сделать свой личный вклад в улучшение или укрепление сплоченности нашего общества. Вот это, наверное, вот такие вот. А если лично от себя, то мне очень нравится вообще концепция servant leadership на английском звучит. С английского это перевод как лидерство как слуги, да, то есть я бы призвала нас всех служить друг другу безусловно, да, и с искренним отношением, добротой не для какой-то выгоды, а больше потому что от этого выигрывают все, и в конце мы становимся, это нас усмиряет как людей, но также вдохновляет на то, чтобы наши добрые дела, наши намерения, они
приумножались и преобразовывали общество, в котором мы живем. То есть вот такой более глубокий, наверное, совет. Вот. Динара, благодарю вас за такую интересную беседу. Ну, дорогие друзья, с вами была Укей Мураталиева и подкаст «Сөз-бар». Подписывайтесь на наши странички ПРООН в Кыргызстане, следите за нашими новостями об инклюзии и до встречи в новых подкастах «Сөз-бар».